Дуслар, всем привет! Это Айда подкаст. Меня зовут Айнур, и я учу татарский. Барыңызға салям, мен Римма, и я учу татарскому. Мы учим татарский по новостям, по песням и по мемам. Татар теле язмышы милли чаралар күп, әмма сөйләшүчеләр саны кими. Я тут почти знаю все слова. Татар, теле, язмышы. Как бы судьба татарского языка. Язмышы — это судьба? Да, правильно. И это интересно от слова «яз», типа написанное, как бы, грубо говоря. Да. Что-то записанное, да, язмыш? Да, заранее за тебя уже написано, как ты проживешь. Угу. Милли чаралар. Национальные мероприятия. Куп. Много. Эмме. Но. А вот эмме — это но или только для тебя? Но. Но. Эмме сөйләшүчеләр, те, кто разговаривает, саны, цифра говорящих, кими. Вот кими, я знаю, как не одевается. Но здесь, видимо, в контексте, что уменьшается, да? Да, уменьшается. Ким. Мало. Недостаточно. Ким. Я просто сказал бы сам со своим знанием татарского сона, как сказать, через «с». Через Эзея. «Эзея», да. Озоя. Кими тоже правильно. Новость про то, что мероприятий много. Судьба татарского языка под Вопросом. вопросом. И не только под вопросом, но и под угрозой исчезновения, как говорит ЮНЕСКО. То есть ЮНЕСКО включила татарский язык в список языков, которым может угрожать исчезновение. На сайте Азаттык Радиосы есть материал, где вы можете подробно прочитать. Там автор книги «Языковая политика без политиков», социолингвист Влада Баранова, рассказывает, что последние десятилетия, хоть у татарского языка, в отличие от других языков народов России, положение лучше всех, но все равно наблюдается отрицательная тенденция. Это просто даже показывают цифры последней переписи. Да, они очень грубые, все подчеркивают, что они супер неточные, но там, по-моему, количество татароговорящих уменьшилось там чуть ли не на 1 миллион. Да. Очень большой, то есть минус. Там есть цифры по количеству учеников, которые получают знания на родном языке. Их тоже становится все меньше и меньше. И анализ отношения федеральной власти к национальному образованию. Ну, тут как бы даже можно анализ не проводить, все понятно. Заголовок состоит из 2 предложений. Первое — это цитата, дальше уже просто второе предложение. Читтә телебез һәм динебезне саклаган әби бабаларыбызга рәхмәтлебез. Финляндия татарларының ислам җәмгыятенә 100 ел. Щита за границей, видимо, но вообще щит — это какой-то край, где-то, щит так говорят. Щита, телебез, язык, наш язык, һәм динебезне, нашу веру, соклаган, те, кто сохранил, аби бабаларыбызга, бабушкам, дедушкам, рахматлебез, благодарны. У меня сразу вопрос, почему вот написано здесь «считай телебез хам дины безне», почему не написано «считай телебезне хам дины безне»? Вот это «не» только у одного слова. Потому что они, как это называется, когда перечисляются одинаковые слова? То есть они все, вот, грубо говоря, если бы у нас было 3-4 слова, только на последний хватило бы. Щита. Не то чтобы хватило. Римма, Айнур, телебезне, хамдине, безне, сохлаган. Там можно вот это вот окончание оставить просто на последнее слово из перечисляемых. И также можно добавить к каждому слову в этом ряду. То есть можно сказать телебезне, хамдине, безне. Но для того, чтобы облегчить речь, для того, чтобы речь звучала лаконичнее, легче, обычно сокращается. То есть телебезне, хамдине, безне там тяжелее звучит фраза, а телебез, хамдине, безне это уже облегчает. Так часто встречается. Это не только вот в этом случае. Например, если лар-ляр тоже можно в конец оставить. И другие падежные окончания тоже. Окей, вот запомним. Да, импровизируй дальше. Финляндия татарларының ислам җәмгыятенә 100 ел. Финляндия татарларының, то есть финских татар, ислам җәмгыятенә, мусульманскому җәмгыят — это общество, да? Обществу 100 лет. Круто, поздравляю.
Я там, кстати, был у них в этом исламском обществе в Хельсинки. И что там? У них такое здание, по-моему, из 4 этажей, там, и на последнем находится как бы мечеть, и плюс место для мероприятий. И там вот мы организовывали концерт, и там была как раз вот в новости здесь указывается Гультан Батриддин. Я с ними познакомился. Очень классные ребята. Мне очень понравились финские татары. Они прям трушные татары. Ну, там, считай, как целое маленькое государство. Ислам жамғиятына 100 ел, мәдәниет ұйышмасына 90 ел, спорт клубына 80 ел. То есть у них есть культурное, Министерство культуры, Министерство спорта. Но все равно есть проблемы, которые они обсуждают. И вот слушай, какая проблема. Туган тілінің зағифләнуі. Зағифләнуі. Я не знаю это слово, честно скажу. Зағиф значит слабый. Ослабевание татарского языка. Но зато у нас есть музыкальные новости из Финляндии. Там у нас, кажется, появляется новое поколение татарских музыкантов, певцов. Расскажи про старое поколение. Вот старым поколением считается Денис Батриддин. Башкарма. Башкарма группа, у него... Зенгер Туман. Да, Башкарма. Потом был проект Супер Татар. Супер Татар? Да. Назывался. В общем, там много проектов у Дениса Батриддина. Потом была певица. Жамиля. Еще кто-то был? Так не смогу назвать. Окей, ну вот, и новая певица, и зовут ее? Ширин. Для меня, когда Рима рассказала про эту новость, я сначала подумал, Ширин, она же в Америке, а реально есть такая певица Ширин. Аланси, она из Казани, и вот если вы сейчас наберете в поисковике песни Yummy Music Band, они записаны голосом Ширин. Она была одной из солисток. Сейчас она живет в Америке, тоже выпускает иногда песни, и у нас уже, получается, у татарской альтернативной музыки уже 2 Ширин. Да, Бубикехша, это очень хорошо. У Ширин в Ютубе появилось на данный момент 2 песни, 2 клипа, причем полноценных, красивых клипа. Первый называется «Алаюл Намтузана». Второй «Субылап». Ширин не одна, они вместе с Ильдаром Вафино это все делают. Ну, как пишет интернет. Дочь татарского бизнесмена и татарской артистки из Казани. А Ильдар, он сын бизнесменов. Мне очень нравится этот бизнес, то есть изготовители ковров, которых можно, кстати, увидеть на видео в документальном фильме «Суоми Тунган-як». Не Тунган замерзший, да? Не Туган-як, типа игра слов. Тунган-як — это фильм Радиф Кашабова и Ильяса Гафарова. Biz resmiyatçılık yasalarga yazılgan demek. Biz şuşu bağlarımızga ite inkiminde bir 500.000 сөз дәрәҗәсендә аларга рәтрәт яшли. Ну вот Тунган-як вы можете найти в интернете в свободном доступе. А Тунган как дословно переводится? Замерзший? Замерзший край. Ага. А как у нас называется холодильник? Суткаш. А мороженое? А мороженое тундр. А морозильник? Тундергаш. То есть суткаш, тундергаш и тундерма. Yeah. Интересно. Окей. И раз уж мы затронули музыкальную тему, у меня тоже есть несколько музыкальных новостей, с которыми я хотел бы с вами поделиться, потому что очень классно, когда выходят новые татарские треки, и дать этому какое-то вот дополнительное внимание всегда неплохо. Мы уже говорили про Радика Мусина. Помнишь, мы обсуждали песню? Там я спрашивал про Зухра Йылдыз. Вот, не забудьте ее послушать, добавьте плейлист. У сразу, кстати, 2 немецких групп
точнее, у двух татарских групп, которые базируются в Германии, у Айгел и у Татар Кызлар, вышли альбомы. У Татар Кызлар он называется «Аш». Это такая очень специфичная музыка, очень экспериментальная, наверное, но вот советую послушать, будет ссылка. И у Айгел вышел «Киллер Кыз». Я тоже хотел тебе задать пару вопросов по названиям песен. Ты слушал этот альбом? Да. Смотри, вот у меня сразу вопрос по названиям песен. Они татарские. Давай попробуем перевести. Жир тортама. Жир тортама. Жир тортама. Кстати, все написаны на классной латинице. Я как раз хотела сказать, что мне нравится еще до того, как я послушала песни, мне понравились сразу названия. Они какие-то, со смыслом, интересные, интригующие. Ты сразу думаешь, это не просто миссионера там. Например, там... Что значит жир тортам? А ты как думаешь? Жир торта тянуть. Да. И в физике как это называется? Притяжение. Да ладно, гравитация. Гравитация. Вау, красиво. Туньяк. Север? Туньяк Балкаша. Туньяк Балкаш. I don't know. Балкай. Шатлыктан балкай. Светится. Пьешь балкай. Не только светится. Северное сияние? Офигеть. Слушай, реально очень поэтично. Купшил. Здесь тоже точно не знаю. Вот здесь точно даже нет идей. Не пестрый, а вот какой-то щеголь. Можно. Аляпистый? Нет, не аляпистый. Богатый, такой нарядный. Можно назвать купшел. Например, про осень говорят купшел туслер. Купшел туслер. То есть яркие цвета, сочные. Их много. Не бледные. Не бежевый фанат. Класс. Классно, реально. Вот ты сейчас обратил внимание, прям реально классное название. Хазар Бетаул. Сейчас он закончится? Сейчас это закончится. Сейчас оно закончится. Но обычно так говорят же, когда что-то болит, например. Типа Хазар Бетаул. Или про какое-то явление, которое мы ждем, когда оно закончится, какое-то событие. Борса да без да, все у нас. Мәңгілік, вечность. Мәңгілік Йолдос. Мәңгілік Йолдос, вечная звезда. Вечная звезда. Супер, разобрали название. На этом у нас все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо, что досмотрели до конца. Ну и не забывайте следить за нашими социальными сетями, где мы учим татарский в легком ежедневном формате. Все ссылки в описании. Рахмат сау-булгыз. Саламат булгыз. Айда подкаст. Учим татарский.